Ты актер, режиссер, писатель, ведущий, можно сказать, блогер. Что это? Это поиск себя? Это крымский татарин в современном мире. Полиция. Селям алейкум, бұл мен хырсыз. Бақыңыз, мен 173 сантиметр олам. 165 айтыңыз. 173 сантиметр олам. Ноға дегел, манды дегелем. Ханымlar, опустите колышки. Я себя никогда не позиционировал как комик, никогда не позиционировал себя как там какой-то особо смешной, забавный человек, поэтому это было достаточно непросто. Не было ощущения, что некоторые шутки наш народ был не готов воспринимать? Ко мне после выступления подошла группа таких мужчин, такие здоровые они, ханаки чумундала. Можно ли при низком бюджете создать качественное кино? Я жил с мечтой об Оскаре. Надо понимать, чем ты готов жертвовать, чтобы быть успешным. А боишься ли ты вот остаться неудел? Больше всего пугает во всей этой истории это хватит ли мне адекватности, моральных сил и какого-то вот ума понять, что мое время прошло. Норм или стрём в крымско-татарской семье? О, давай, ну давай. Не убирать и не готовить, если лень. Многие девушки испытывают большой дискомфорт, когда они только входят в новую семью. Ты выражаешь претензии в этом случае. Вот ходишь, что тут не убрано, какие-то комментарии. Ну, бывает. Мы сейчас все узнаем. Хочу провести для тебя рубрику, называется «Колесо баланса». Я ее традиционно провожу для каждого своего героя. Я буду называть разные сферы жизни. Тебе нужно будет оценить их от 1 до 10, где 1 — это прям очень плохо, и 10 — это такой вот шикарный максимум. Так. Здоровье. О, 5. Здоровье 5, да, 5, 100%. Как 5? Подожди, ты ведешь такой довольно активный спортивный образ жизни. Да, И всего но 5. щитовидка моя говорит 5. Мгм. Моя щитовидка говорит уверенно 5, друг мой. Как ты вот реабилитируешь свое здоровье? Делаешь ли ты что-то для этого, чтобы поддерживать себя в тонусе, сохранять такой приподнятый энергетический уровень? Так, периодически, потому что на самом деле мне бы хотелось на постоянной основе, но я ленивый. Не, на самом деле график у нас довольно плавающий в конторе. Ну да. Иногда ты очень много времени и сил уделяешь какому-то проекту, и просто тупо банально не успеваешь уделять его там каким-то нагрузкам или правильному образу жизни. Периодически у меня это получается. Я там, условно говоря, занимаюсь немного фитнесом, немного йогой, пытаюсь правильно питаться, но все это разбивается об реальность А на трудовые съемке будни, да? весь день, да, и ты просто не ешь. А на самом деле в этом вот во всем здоровом образе жизни, да, как ты его назвала, 60-70% это то, что ты ешь и как ты отдыхаешь. И только потом все остальные упражнения и прочее. А в целом ты вообще вот режимный человек? Ну, на Или меня ты- нападает иногда режим, я такой месяц живу хорошо по режиму. Потом я его догоняю. Потом вообще могу безрежимно, бессистемно на чипсах условно жить. Так тоже бывает, но я этот период не люблю очень. А ты больше все-таки вот жаворонок или сова? Ну, наверное, сейчас ближе к жаворонку. Я просыпаюсь часов, 8 максимум. То есть Не ты- люблю долго до обеда спать, это не мое точно. То есть ты такой не ленивец, не любишь поваляться на диване. Нет, люблю, люблю, но вечером. В целом вообще как ты держишь себя в форме? Ну,
Если вам видно, как моя собака бегает, вот именно так и держу себя в форме. Постоянное движение. Ну, то есть, ну все, успокойся, идем. Ну, все, О, ты такая хватит. красивая. Но она не кусается, да? Не, Может, она не погладить? кусается. Погладь, попробуем. Если она остановится, конечно. Джесси, Ну, это ладно, это не будем рисковать. ну все, да, выбрались, да, пусть побегает, окей. А есть ли у тебя какие-нибудь вредные привычки? Какие, например? Я не Ну, курю, что не вы. пью особенно, могу выпить, не знаю. Окей, а вот зависим ли ты от чего-либо, к примеру, соцсети? Много ли ты проводишь времени в соцсетях? Вот Моя- так вот скроллишь ленту? Моя жена скажет, что зависим. Я так не считаю, например. Ну, не знаю. Я по-разному провожу время в телефоне. Она думает, что, наверное, я там только... Не знаю, как она думает, в общем. Но я довольно много времени Но провожу мне кажется, в телефоне. это все жены так думают. Вместо того, чтобы уделить время семье, ты сидишь и скроллишь ленту. Это Ну, каждая жена так. я тебе скажу честно, я не скроллю ленту. Скроллинга именно вот лент Да. у меня, ну, максимум полчаса, минут 40 в день наберется. Все остальное время я либо читаю, либо общаюсь с Иришкой какой-нибудь, либо какой-то видосик смотрю или какую-то информацию поглощаю. Я небольшой любитель скроллить ленты. Ты преимущественно вот гуляешь с собакой по вечерам, да? Да. Ну, мы исключительно кайфуем вместе. Просто гуляем на природе. Карьера от 1 до 10. Ну, 6,5 пусть будет. Мне просто хочется расти, делать проекты больше, важнее, интереснее. Ты Да. актер, режиссер, писатель, ведущий, можно сказать, блогер. Что это? Это поиск себя? Это крымский татарин в современном мире. Ну, я вынужден этим заниматься. Нет у нас, к сожалению, сейчас такой индустрии, где ты только этим занимаешься, и исключительно оно приносит тебе достаточное количество денег. Достаточное. Но здесь в большей степени именно финансовый интерес. Не то чтобы финансовый интерес, скорее необходимость. Финансовый. Либо это Финансовая тоже. внутреннее ощущение реализации. И это тоже, кстати, потому что интересно в разные периоды заниматься разнообразной деятельностью, потому что я по себе замечал, когда я долго занимаюсь чем-то одним, мне это довольно быстро не то что надоедает, но превращается в рутину, теряется вкус. Ну, это, как так- говорят, отдых — это смена видов деятельности. Да, совершенно верно. Мне нравится, если я сегодня пишу сценарий, то завтра можно выйти и на камеру поснимать. Почему нет? Неплохо. Интересно. Мозг чувствует себя лучше. При этом ты не ощущаешь, что проигрываешь как будто бы в глубине, ведь, как говорят, о многом как будто бы ни о чем. Нет ощущения, Есть. что... Есть. Я все еще, как я уже сказал, относительно карьеры, думаю, что мой тот самый проект Впереди. впереди. И рано или поздно, скорее рано уже, я так думаю, я приду к тому, что я буду заниматься исключительно какой-то одной деятельностью. Что ближе? Все-таки. Я бы хотел сказать актерское мастерство, актерство, но на нем, к сожалению, в нынешних реалиях, или просто я так не умею, не заработаешь столько, чтобы достаточно обеспечивать семью. Поэтому, скорее всего, это такая режиссура, так скажем. Из последних твоих проектов это участие в юмористическом шоу «Храмдай Аша». Да попи. Попи. Марсел, папи. Мда маньяк. 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 Маньяк накормится. Маньяк. Полиция. Селям алейкум, бұл мен хырсыз. Бақыңыз, мен 173 сантиметр олам. 165 айтыңыз. 173 сантиметр олам. Но гайдегел, манды дегелем. О, ханымlar, опустите колышки. Сеть чат қ-ғ-ң. Тек біздің тілімізге хас олған арифлерден ибарет сірлевасы, достар. Как ты попал в эту индустрию?
И чем для тебя Хрымдай Яша отличается от того, что ты делал ранее? Это съемки в кино, участие в постановках в театре, Я попал туда, потому что как бы это работа. джаз-бизнес. Нет, не джаз-бизнес, потому что сказали, что ты это должен сделать. Как бы мы хотим, чтобы это был ты, делай. Чем отличается? Ну, это юмор. Я себя никогда не позиционировал как комик, никогда не позиционировал себя как там какой-то особо смешной, забавный человек. Поэтому это было достаточно непросто. То, что мы по итогу сделали, напоминает местами театр, местами что-то похожее на Comedy Club, местами театр. То есть это актерство, мне это близко, я от этого получал удовольствие, но именно сам процесс, например, написания шуток, придумывания шуток и последующая их реализация, ну, определенный дискомфорт мне это доставило, конечно, потому что это не мое. А как рождались ваши шутки? На что вы опирались, когда создавали эти образы юмористические? Ну, мы пытались подумать о том, что положительный какой-то успешный опыт в медиапространстве, на что люди смотрят, с чего они смеются, что преобладает, что в нашем народе, о чем любят шутить, на что любят смотреть. Вот в основном это брали какую-то тему и крутили-вертели ее. Либо мы брали какую-то тему, которая относительно хайповая, да, там условно искусственный интеллект. Давайте подумаем, как можно вот это применить к нашей жизни, к нашей культуре. Какие шутки самые были такие залетающие для нашего крымско-татарского народа? Реакции? 18+. Да, о! И самаркандские почему-то. Вот. На концерте в ДКП Хрымдай Яша, который был, почему-то шутка про самаркандских вызвала такой восторг. Я не ожидал. Ну, там, видимо, много самаркандских. Может быть, не знаю. собралось. Но шутки 18+, они, конечно, у нас, в принципе, шоу называется «Пычаху джанда по лезвию ножа». И вот шутки на грани, на лезвии ножа, они все вызывали определенную хорошую, такую положительную реакцию. Ремонт yapılgan odada розеткадан tutun çıktı. Onu doyup akayını tursattım. Şunun için turdum. Durduk. Haydi bari bakayım. Babanız yuklagan odasında rozetkalar yerinde turaydı. В этой команде обновленной Хрымдай Яша ты единственный мужчина. Сложно ли тебе было влиться в этот женский коллектив? Да нет, конечно. Я всех их знал еще с театра. С Айше мы работали уже на Харадинес. Вместе они все положительные, офигенные люди. Наоборот, мне с ними было очень легко. И если бы не их если не их человеческие качества, я думаю, у нас шоу не получилось бы настолько успешным, как про него, да, там говорят. Исключительно потому, что вот мне с ними повезло, как с командой. Было ли то, чему ты смог научиться у них? От Айше определенно можно научиться энергетике. Как найти баланс между смешным и культурным, когда шутишь на крымско-татарские тематики? Ты знаешь, наверное, никак. Наверное, только когда ты с шуткой выступишь, тогда ты понимаешь, она была как вообще. На грани или безвкусная, бескультурная. Вот в определенном смысле мы ныряли в омут. А не было ощущения, что некоторые шутки наш народ был не готов воспринимать по уровню откровенности? Может быть, были какие-то неожиданные реакции? Я удивился, ты знаешь, наоборот, когда мы были в Судаке. Там ко мне после выступления подошла группа таких мужчин, такие здоровые, они Хана Кичуман, да, вот так вот ко мне обратились. Я подумал, что им что-то не понравилось в программе, особенно мы там шутили про тарахташских, да, и про... Шутили, в общем. Я думал, сейчас будет со мной какой-то, наверное, неприятный разговор. Они мне, типа, обняли, такие, пойдем сфоткаемся. Я подумал, что... Да, да нет, нормально, понимают у нас, все понимают. Ты уже так напрягся, но сейчас придется. Ну, конечно, их там 5. Все крупные.
Хотел бы ты дальше развиваться именно в этом юмористическом направлении, либо для тебя это больше как просто такой эксперимент? В юмористическом направлении не хотел бы развиваться. Как? Вот если взять юмористическое направление, в нем развиваться я не хотел бы. Работать можно, но развиваться в нем, это значит, что ты уделяешь этому время, ты как-то перестраиваешь свой, я не знаю, там, контент, продукт или то, что ты делаешь. Для меня это не в приоритете. То есть Алим Аблаев не про юмор, Нет, а про что? это надо думать. Так сразу не ответишь, но не про юмор. Ну, я всегда был немножко драма-мен такой, ты знаешь. Мне гораздо интереснее другие вещи, чем юмор. У меня была на интервью актриса Эльвира Аметова, которая также является участницей Хармда-Яша. И она сказала, что в большей степени нашему народу залетают именно юмористические такие постановки. Да. Быт, он все равно такой вот обычный, где-то люди сталкиваются с трагедиями, с проблемами в реальной жизни. Поэтому театр, он приходит именно смеяться. Не боишься ли ты, что, уйдя в такой драматический жанр, ты вот как-то потеряешь на своей актуальности? Да нет, не боюсь. И станешь таким очень узким актером, узкого направления? Нет. Я считаю, что невозможно потерять в актуальности, когда ты говоришь на серьезные темы. Пытаешься, во всяком случае. Ну, не буду я, допустим, снимать рилсики смешные. Ты думаешь, и из-за этого я типа уйду в небытие какое-то? Ну, мне так не кажется, честно. Ты не уйдешь в небытие. Но не буду достаточно популярным? Да, и, конечно же, это же все мерится сразу. И успех, и финансовая тогда давай какая-то так. составляющая. Нет у меня задачи быть популярным. Вот я существую в медиапространстве, я это прекрасно осознаю. Я в нем пытаюсь как бы раскручиваться и быть, но популярным в нем быть нет у меня такой задачи. Нет у меня такой цели. А какая у тебя задача? Если у меня получится как-то положительно повлиять своим творчеством на сердца, может быть, даже на умы, тогда я это оцениваю как положительный исход своей деятельности. Вот приведу маленький пример. Был такой спектакль «Беждахани Фес». Там про то, как... Про любовь к родителям, если совсем кратко, про то, что мы должны их ценить при жизни. И после этого спектакля люди, выходя, знакомые или незнакомые, говорили мне, что я сразу же позвонил своим родителям. Для меня такая реакция гораздо ценнее, чем 10 тысяч лайков или, там, понимаешь, еще что-то. Если ты посеял в человеке какое-то зерно, которое в нем внутри прорастет во что-то большее, то для меня это гораздо ценнее, чем я буду определенный момент жизни на пике популярности. Популярность пройдет у каждого. У тебя было огромное количество проектов разных. После участия в каком из них ты, возможно, почувствовал больше интерес к своей персоне вот от народа? Вот такое народное признание к тебе пришло. Может быть, подписчики стали к тебе приходить, узнавать тебя стали, захотели сфотографироваться. Опять же, давай разделять. Вот народное признание, подписчики или какое-то там уважение пришло совсем от разных вещей. Допустим, недавно мы делали сериал. Ну нафиг! Отец! Нет, ты видел? Видел? Да что? Построить дом за полгода, да это же чушь! Да все, мы уже здесь, пойдем просто поговорим. Мини-сериал для компании. Ну, такая коммерческая история. Да, это совершенно коммерческая история. После нее на меня подписалось около 1000 человек. Это одна история. Другая история. После, допустим, перформанса «Тагдыр Йолу» на 18 мая, 2 года назад, то, что мы делали вместе с нашей командой, ко мне, допустим, подошел Айдарага Халилов и сказал: я тебя совсем увидел с другой стороны. Потом люди, к которым я испытывал большое уважение и трепет именно в культурном плане, в творческом плане, когда они мне стали говорить о том, что хорошая, серьезная работа, да, допустим,
Для меня почему-то это было более показательным моментом, более приятным. Нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве, сказал Константин Сергеевич Станиславский. И мне, ну, я с этим согласен. И еще Тарковский, такой режиссер, сказал, когда ты думаешь о том, чтобы в своей работе понравиться зрителю, ты уже ошибаешься. Ты уже делаешь шаг не туда. Ты должен думать о том, чтобы рассказать свою историю. Ты не должен нравиться, ты должен свое нутро наружу выворачивать и что-то вот пытаться рассказать. А бывает ли у тебя такое, что ты вот прокрастинируешь, впадаешь в такое состояние? Постоянно. И как ты с этим борешься? Ух, И борешься ли ты вообще с этим? борюсь. Или Борюсь. не позволяешь себе в этом остаться? Ну, Метод, ты знаешь, который вот один будет из главных мотиваторов — дедлайн. У прокрастинации. Либо ты его сам себе ставишь и думаешь, что вот до этого времени я должен это сделать, ибо буду Ибо я ты наказан работаешь в небесами. найме. Да, ибо я, да. Ну, есть вещи, которые ты делаешь не для найма, которые ты делаешь для себя, и тогда ты уже реально сам себе должен какой-то приоритет выставить. Ты знаешь, я реально в какой-то момент, ну, наверное, с каким-то возрастом, там, 30 плюс, осознал, что если ты сейчас какие-то вещи не сделаешь, скорее всего, ты их уже не сделаешь вообще. к Ну, ты сожалению. себя перфекционистом считаешь? Да Или нет. Вообще нет. Не знаю, ну, в процессе ты всегда хочешь добиться какого-то идеального результата. Но просто я понял, что это, наверное, не совсем достижимо. Приблизиться к этому можно, но сделать что-то идеальное, как по мне, только тебя тормозит. То Вот есть- как раз-таки ты начинаешь прокрастинировать, Да. когда хочешь идеального эффекта. То есть, если перед тобой вот встанет выбор, сделать не идеально или не сделать вообще, Лучше сделать не идеально, конечно. а боишься ли ты вот остаться неудел? Ну да, конечно. Конечно. Хочется всегда быть нужным и полезным. Всегда. Неизбежно настанет тот момент, когда нужным и полезным я быть перестану. Опять же, в силу самых разных факторов. Возраст, неактуальность. Я не буду понимать, чем сейчас дышит время. Бывает такое. Причем это может наступить в разные периоды времени. Мне может и 50 быть, может и 80 быть. По-разному. Но вот что меня больше всего пугает во всей этой истории, это хватит ли мне адекватности, моральных сил и какого-то вот ума понять, что мое время прошло. Потому что, ну, я наблюдаю некоторых людей, которые Потеряли сильно эту цепляются. адекватность Да, как и не будто, оценивают, как да, будто трезво. потеряли чувство вот этой реальности, и они больше не актуальны. И они вместо того, чтобы попытаться догнать время или обстоятельства, в которых мы живем, они вот те старые догмы натягивают на это нынешнее время. То есть ты считаешь, что правильно суметь увидеть момент, когда пора уходить? Наверное, можно и так сформулировать, но я скорее склонен думать, что не то, что пора уходить, а когда ты уже не очень нужен. Уйти можно в любой момент, лучше раньше, чем позже, но надо же понять, что, наверное, ты уже как бы... Можно и заняться чем-то другим. Или лучше всего в этой ситуации, как по мне, это передавать свой опыт дальше. Вот есть у тебя накопленный опыт, это супер, вау, классно, этого у тебя 100% не отнять, но если ты его пытаешься все еще применить на какие-то новые обстоятельства и новых людей, которые абсолютно в другой парадигме живут, как по мне, это плохо. А вот когда ты своим опытом делишься, а не пытаешься его везде насадить, это хорошо. Ввиду этого, есть ли у тебя где-то там в мечтах, возможно, в будущем открыть какую-то школу актерского мастерства, например, преподавать для детей, может быть, и взрослых актерское мастерство? Как ты думаешь, будет ли это, в принципе, актуально вот в рамках нашего Крымского полуострова? Потому что студии вокала актуальны, танцевальные Точно, хореографические да. студии актуальны.
А актерское мастерство? Да, будет не ли очень. актерское мастерство? Я, честно говоря, не думаю. Это довольно эфемерная вещь, актерское мастерство. Это я понял во время ковида. Ты очень большой продавец воздуха, когда ты актер. С тебя мало что можно взять. Танец, вот он либо есть, либо его нет. Песня тоже. А актерское мастерство, его как пощупать? Как оценить вообще? Это же очень такая еще и очень на Ну, любителя может вещь. быть, есть такие какие-то образы и характеры, Мгм. которые присущи именно нашему народу. И чтобы отобразить, скажем так, колорит, необходимо именно обладать какими-то уникальными приемами такими. Вот то, что ты сейчас перечислила, в актерском мастерстве называется штамп. Актерский штамп. Понимаешь? Нет какого-то особенного приема, как можно что-то отыграть, и это будет по-крымско-татарски. Такого нет. Человек может обладать какой-то харизмой. Например, для Эрага Ситаров, вот у него была какая-то определенная харизма, и он очень нравился большому количеству людей. Вот было в нем что-то, понимаешь, вот что неуловимо вот делало его, наверное, народным крымско-татарским артистом таким. Но что это, распознать сложно. Этому научить Ну, мне кажется, невозможно. у нас в характере и в мимике тоже есть какие-то культурные коды, которые нас характеризуют. Вот ты смотришь на человека, он начинает говорить, к примеру, даже типаж не очень крымско-татарский, и человек говорит по-русски, но он начинает говорить, и ты понимаешь, что это крымский татарин. Вот какой-то особенный колорит в поведении, в ужимках, Наверное, в что-то мимике, есть. что-то такое Что-то есть. читается. Но я же говорю, лично для меня это будет либо штамп, Да. либо такое немножко карикатурное отображение каких-то культурных особенностей, которые мне не очень нравятся. Умеешь ли ты быть приятным людям? То есть вот навыки твои профессиональные помогают тебе в этом? Производить на людей вот такое правильное впечатление? К сожалению, да. Ты К знаешь, сожалению? к сожалению, потому что когда я ловлю себя на том, что я веду себя так, чтобы людям произвести на них приятное впечатление, мне это не нравится почему-то. Ну, потому что мне хочется прийти к тому моменту, когда я такой, какой я есть, и все. Несмотря на то, что профессия у меня актер, в жизни мне не нравится играть. Не люблю я это. Это как будто ты немножко через себя перешагиваешь. Мы так или иначе в жизни примеряем разные образы всегда. Я мало знаю людей, которые исключительно существуют такие, какие они есть, всегда, везде и со всеми. Но мне бы почему-то хотелось бы такого достичь. Умеешь ли ты говорить «нет»? Учусь. Слабо получается, признаюсь, но учусь. А бывало ли так, что ты замечал, что твою вежливость принимают за слабость? Да, постоянно. А у нас, в принципе, мне кажется, сейчас и время такое, и общество вокруг, что у нас вежливость воспринимают как слабость. Мне кажется, время такое вот, время волков. Это повод менять себя и становиться жестче. Где-то да, где-то нет. Мне сложно судить. Пока Ты как поступаешь? немножко отгораживаюсь от этих людей, от этого процесса. Но бывают люди, которых ты не избежишь в жизни. Но я бы не хотел разменивать свою какую-то, наверное, я думаю, естественную доброту и вежливость на то, чтобы просто быть в этом мире жестче. Был период в твоей жизни, не знаю, возможно, и сейчас есть такие эпизоды, когда ты снимался в телесериалах, теленовеллах, играл там эпизодические роли. Скажите, а другого входа нет? Нет, другого нет. У Катрин истерика. Надо в милицию сообщить. Нет, какая милиция? Мне сразу Узбектуризм лицензии лишит. Это вещи Антуана? Пьер. Oui, c'est le portable d'Antoine. Замечательно. От Дона, да? Успокоил, скажи, что он ждет его в отеле. Все окей. Как ты вообще туда попал? Но это на самом деле не так уж сложно. Но когда... И почему ушел впоследствии из этого? Да не то, чтобы я не объявлял, что я ушел из этой индустрии. Просто в определенный момент перестали приходить заказы.
Ну, Почему? просто 2 раза, 3 раза ты отказываешь, допустим, агентам, и они понимают, что этот человек ненадежный. Они ставят на тебя определенную галочку, видимо, и зовут тебя по большим праздникам. Как только я устроился в театр, там через месяц, через 2 пришла женщина, агент, и сказала: собираю портфолио на кастинге. Я до этого ходил сам на кастинг пару раз, но, видимо, это так не работает. Видимо, когда ты приходишь с улицы, собственно, как, наверное, и в любой индустрии, про тебя думают: Когда ты приходишь уже через кого-то, через агента, как в данном случае, видимо, это работает лучше. Сразу после того, как я сделал это портфолио, буквально, по-моему, даже через месяц я попал в проект, и как-то так получилось, что проект за проектом ты там себе нарабатываешь определенную репутацию. Ну, как и везде, собственно. Вот и все. Сталкивался ли ты с тем, что воспринимали твой типаж стереотипно, когда подбирали роли? Какие роли чаще всего тебе предлагали? Я не то что сталкивался, кино такая вещь, особенно когда ты эпизодник, и ты Я посмотрела несколько ты серий. просто типаж. Типаж. Ты понимаешь, да, что ты Да. просто типаж. Там за тебя говорит твоя генетика, не твой талант. Ну, к сожалению, это данность. Я, понятное дело, со своим типажом я играл террористов, арабов. Первый проект «Золотая Орда» очень мне понравился по масштабу, по декорациям, доспехи. Ну, мне нравится такое просто. Я люблю смотреть такие сериалы, люблю смотреть такие фильмы и участвовать в чем-то подобном. Тогда еще популярна на тот момент была «Игра престолов». И я такой, в своеобразной «Игре престолов». На меня надели там доспехи, бороду наклеили, меч в руки дали. Вау, классно, на коня посадили. Круто же. Тем более, это был первый большой проект, в который я попал. Наверное, он оставил достаточно теплые такие воспоминания. А такого желания развиваться именно в этом направлении, получать более такие знаковые роли в этих сериалах, не возникало ли у тебя? Ну, если сказать совсем честно, Да. то, конечно, возникало. Если сказать еще честнее, Да. до 3-го там курса университета я жил с мечтой об «Оскаре» и о том, чтобы сниматься в кино. Потом, конечно, ты чуть-чуть взрослеешь, чуть-чуть некоторые вещи пересматриваешь. Надо понимать, чем ты готов жертвовать, чтобы быть успешным в определенной сфере, в определенной индустрии. Чтобы стать успешным или хотя бы востребованным актером, нужно ехать в Москву и оббивать там пороги всех агентств, кастингов и прочего. Я на такое, наверное, просто морально не был готов. Почему? Что тебя сдерживало? Совокупность наверняка самых разных факторов. Там и страх, и неуверенность, там и конформизм определенный. Типа в Крыму я где-то кто-то уже, а там я никто. Там таких халимов, как я, штук 40 на один кастинг. Желание все-таки реализовать себя больше в Крыму. А было так, что вот ты пошел на кастинг, тебя не взяли, было обидно? Первые пару кастингов, когда я ходил, было такое непонимание. Блин, даже не звонят, вот ничего не говорят. Даже вот вышел с кастинга, вообще ничего не сказали, допустим. Ты просто зашел, оттарабанил там какие-то свои слова, и тебе просто сказали «спасибо». Ну, конечно, первые пару кастингов было обидно. На там уже где-то 50 каком-то этом я уже, спасибо, и дальше 50 по делам. даже? То есть Ну, это нужно каждый проект... обойти 50 кастингов, и вот, как правило, выстреливает. Какая статистика? Приглашают 1 из 10, 1 из 50, 1 из 5. Меня приглашали 1 из 4, где-то так. Мне, наверное, повезло, не знаю. да, это не- Либо я лицом вышел и был удобный. Да-да-да, очень много террористов. Да, очень такой. Не знаю, почему. Ну, потом я не следил за судьбой этих проектов. Почему-то, не знаю почему. На сегодня ты избирателен вообще в предложениях? Или как бы за деньги, да? Смотря какое будет предложение, не знаю. Я занят очень сильно, к счастью, наверное. Потому что я люблю то, чем занимаюсь на данный момент, поэтому пока В большей занят. степени у тебя приоритет сейчас
на Production. участие в проектах студии Хараденис Продакшн. Ну да. В силу твоей профессии довольно часто приходится, возможно, играть какие-то романтические роли. Нет. Ну как это? Нет, Вот подожди. только отца недавно сыграл, и все. И то она такая, ну, не особо романтическая. Я, правда, очень мало играл романтические роли. Я могу вспомнить одну из театра, и все. Это сложно? Я ненавижу играть розовых персонажей. Я называю их, и там много кто называет их розовые персонажи. Розовые. Это персонаж, назначение которого играть любовь. Все. Больше он вообще ничем не интересен и не Это примечателен. просто не в твоем вкусе, либо это связано с тем, что ты сейчас уже человек женатый. У вас в паре как Даже эти вопросы до того, решаются? как я был женат, это было просто неинтересно. Вот есть у тебя в профессии что-то, вот, что тебе нравится меньше всего? Вот мне меньше всего нравилось играть розовых персонажей. Фу, да. Но тем не менее, подожди, ты же актер, ты должен быть разноплановый. Ну, поэтому я их играл. Мгм. И это был но спектакль сложно для «Мал тебя. Тапылыр, Джан Тапылмаз». Мгм. Все. Это был единственный момент, когда я играл розового персонажа. Все. Потом, не было. Фуф. Дело именно в нежелании выражать любовь в кадре, либо же нежелание как-то контактировать Ты знаешь, с это тоже противоположным есть. полом. Это тоже есть. Играть любовь, играть там вот это все, это достаточно кринжово. Особенно у крымских татар. Жена очень счастлива, повезло. И это просто неинтересно. Романтические отношения от 1 до 10. 7, наверное, из-за меня. Как? Ну, я 7? мало времени уделяю. Не, Хотелось бы больше, хотелось бы чаще времени уделять, какие-то интересные места больше посещать. Из-за меня, каюсь. ты женат уже 5 лет. лет 5, да? То есть это не мало, скажем так, уже. Ну и немного. Но и немного. Но уже достаточно, чтобы сделать какие-то определенные выводы, да? Обычно к этому периоду семейной жизни жены начинают жаловаться на то, что вот не хватает девушке внимания, не хватает теплых слов, романтики. Мужчина как будто меняется. Вот я тебя сейчас наделяю правом ответить от лица мужчин, что с ними происходит. Почему? Вот Я не был знаю, один, и со Вот временем относительно стал другой. этого я не отвечу тебе на этот вопрос, потому что у меня мало что поменялось в плане романтики. Мне кажется, надо спросить лучше Это мою надо жену. спросить. Мне кажется, что у меня в плане романтики ничего особо не улетучилось, не поменялось. Ну, я как бы думаю, что со временем любовь, такая, какая она там, кружит голову, которая, она со временем неизбежно проходит. На это много факторов влияет, быт там и прочая вся история семейная. Но если ты осознанно с этим человеком в отношения вступил, помимо любви, я сейчас исключаю как раз-таки любовь, то наоборот, мне кажется, со временем какое-то уважение, какой-то трепет начинает появляться. Немножко трансформируется вот это просто кружащее голову чувство, оно трансформируется во что-то большее. Норм или стрём в крымско-татарской семье? О, давай, давай. Не убирать и не готовить, если лень. Если с ребенком весь день провела и устала, поэтому лень, норм. Если вообще все нормально, никто ничего не особо нет, просто лень, стрём. Стрём. Ты выражаешь претензии в этом случае. Ходишь, что тут не убрано, какие-то комментарии. Ну, бывает. Мы сейчас все Помнишь, узнаем. был вопрос, где ты там говоришь то, что не очень там веришь в это? Да. Вот так же вот к жене такой подходишь с претензией. Ну, что ты тут, как его, не убрала? Да, все нормально, я сам уберу. Я не знаю. как это. Хорошо. Участвуешь ли ты сам в бытовых вопросах? Да. Вот помыть посуду, пропылесосить можешь? Норм. А что нет? Хорошо. Коммуналку кто оплачивает? Не оплачиваю, родители мои. Мы живем, получается, в цокольном этаже.
И пока что вот эти вот все страшные обряды взросления, я еще их не познал в полной мере. Не сепарировался пока, да? Коммуналку Основательно. оплачивают родители. Но я думаю, что пора мне взять этот момент в свои руки и сказать: давайте, несите ваши древние свитки, сейчас будем обучаться. Ввиду этого Обсуждать, да, следующий всё это. вопрос. Норм или стрём жить с родителями? Но я не живу с родителями, мы живем отдельно. Но дома... Но они рядом. Ну, То есть, да, так или иначе, все равно в ваших бытовых во всех моментах они принимают участие. нет. Я считаю, что стрём. Мгм. Надо какую-то свою жизнь отдельно формировать. Пытаться, по крайней мере. Не работать жене норм или стрём? Ну, мне норм. Но я думаю, что если человек что-то хочет из себя представлять, то тогда ему конкретно должно быть стрём. Мгм. А если она не хочет работать? В принципе, вот не хочет. Ну, здесь важно, вот реально здесь важен контекст. Почему ты не хочешь работать? Потому что тебя все устраивает в плане того, что зарабатывает муж? Да. Это стрём. Почему? А чего там хорошего? Человек, который ничего не хочет достичь в жизни, как-то сам себя реализовать, что-то представлять из себя больше, чем дополнение к мужчине. Это что? Мгм. Это То есть норм? тебе не нужно, чтобы женщина полностью вот погружалась вот в эту семейную жизнь и всецело уделяла все свое время только семье. Для тебя это не важно. Нет, для меня это важно, но для меня точно так же важно, чтобы этот человек хотел себя что-то, ну, реализовать. Главное хотеть, при Ну. этом можно не работать. Хорошо, ну, как скажете, да. Деньги жены, ее деньги, деньги мужа общие. Норм или стрём? Ну, давайте честно скажу, как по мне, стрём. Мне что-то как-то эта история... Вот здесь мы все равноправно хотим, а вот здесь вот нет. Ну, давайте уже, если везде мы равноправны, то мы равноправны везде. Ну, я считаю так, смотри. Ее деньги должны быть в семейном бюджете, должны его хоть как-то пополнять. Но то, что она в основном сама зарабатывает, мужчина к этому отношения иметь не должен. Но семейный бюджет они пополнять должны. То есть каждый месяц, к примеру, заработала, получила зарплату, в общую копилочку положила. Если она общая, а что тогда название у нее общее? Почему у нее название общее, но кладет туда только муж, да? Ну, Хорошо. большую часть, пожалуйста, пусть типа женщина тратит на себя. Но если у вас общая копилка, если у вас общие цели, вы куда-то стремитесь, чего-то хотите, ну, блин, будь добра, как-то пополняй. Заначка есть у Козлом. тебя? Сейчас все узнаем, Фериде. Моя личная? Да. Заначка. Нет, ты что, у нас общий семейный бюджет. Ну, где-то там денежки припрятать. Нет, я не настолько. Нет у меня. Дурачок я, наверное, но пока нет заначки. Но идея хорошая, загул. Это из категории вредных советов. Да. Дарить цветы и подарки только по праздникам. Норм или стрём? Стрём. Раньше, ну то было раньше, я типа с каждой зарплаты дарил букетик. Потом мы как-то в общем пришли, что лучше, наверное, что-нибудь вкусное покушать, чем букетики дарить. Но исключительно на праздники, как по мне, стрём. Ты, как правило, делаешь сюрпризы, либо вы заранее обсуждаете подарок? Я не часто делаю сюрпризы в последнее время, вот именно в плане чего-то купить, как подарок. Вообще как бы нет. Но, как правило, это сюрприз. Но если это подарок на день рождения там, или еще что-то, то сейчас мы уже обсуждаем эту историю. Гораздо лучше, как по мне, подарить что-то полезное. Нужное, да? Что-то, что человек будет, ну, чем он будет пользоваться, что ему однозначно будет полезно. И вы в этом сходитесь. Иногда. Иногда она говорит: Хочет зачем сюрприз, ты да? у меня спрашиваешь? Ну да.
Да, ну я понимаю ее, хочется, чтобы человек сам проявлял, да, какое-то внимание, там, Инициативу, да, инициативу и подумал. прочее, подумал, услышал что-то. Вам же очень важно, чтобы вы что-то сказали, там где-то ляпнули обязательно. мимоходом, а я такой должен Ну, конечно. все это время быть невероятно. Признак, это же признак внимания, понимаешь? Да, я понимаю, я понимаю. К сожалению, я только и на пути к этому. Знать пароли друг друга – норм или стрём? Стрём. Ну зачем? Что есть, ну вы либо доверяете, либо нет. Угу. Но мы знаем пароли друг друга. Угу. Как бы это не проблема. Но не проверяйте телефоны. Я не проверяю. Телефон, как правило, я не в свободном проверяю доступе. телефоны. Да. А она твой? Вообще ревность у вас есть в отношениях? И кто более ревнивый? Я думаю, она более ревнивая. Угу. Ревность у нас... Ну, поначалу я был более ревнивый, признаюсь. Угу. Потом я как-то историю эту отпустил. Не то, что стал доверять больше. Это, мне кажется, это не про доверие, мне кажется, это больше про личные какие-то вещи, там, личную неуверенность. Сейчас как будто она более ревнивая. Ну, мне так кажется, не знаю. Ну, потому что Но вообще сейчас это не она особо. в декрете находится, а ты в большей степени Да, наверное, в социуме. Да. Наверное, И да. мне кажется, в этой ситуации очень важно, Фериде, уделять должное внимание, тоже постоянно выводить жену в социум. Она у тебя тоже довольно яркая личность, такая тоже творческая. Да. Если в какой-то момент вот она скажет тебе, мне поступило такое крупное предложение, готов ли ты будешь поставить вот свою карьеру на стоп в угоду ее карьере? Пожертвовать своей карьерой, да, ради ее карьеры. Блин, это очень тяжелый вопрос. Ну, подожди, ты же хотел, чтобы была реализованная, чтобы... Вот, пожалуйста. Бойтесь своих желаний, мужчины. Ну смотри, давай так, если ее вот этот вот невероятный случай позволит нам хотя бы на том же уровне содержать семью, в том же уровне какого-то условного там комфорта, Да. то на какой-то определенный период я готов. Полностью отойти от своей... Ну, на определенный период. Угу. Это не можешь же на полжизни. Не-не-не. Даже на несколько лет вряд ли. На месяц? Не, ну год. Год я могу себе представить. Год. Угу. Но Ну, хотя бы больше, год. наверное, нет. Ну, годик, да, хотя бы. А там, глядишь, карьера пойдет у нее в гору. Да. И что? И И потом я всё, буду и такой, всё. как нереализованная жена, сидеть дома, да, там, и что? Ну, нет, Адаптация. не, да, это как бы тоже все должно быть. Вы же любите равноправие? Ну, давайте тогда во всем равноправно. Мы не любим равноправие. Да как не любим? В Хорошо, последнее время я у только и вас слышу. патриархат в Нет, семье? нет, Нет. нет, у нас патриархальная демократия. Я не знаю, что у нас в семье, честно. Ну, хочется думать, что равноправие. Роли табу есть у тебя? Вот те роли, которые бы ты не играл ни при каких обстоятельствах. Ну, не знаю, там, маньяки, убийцы. Раздеться. Маньяки-убийцы, наоборот. Это очень Наоборот? интересные образы, которые можно создать. Нет, ну, я не знаю, что это должно быть. Наверняка табу есть. Если я увидел бы, я бы подумал, нет, это я не буду делать. Но мне так сложно сказать. Чикатило. Ну, условно, сыграть женщину было бы интересно, например. Ну, очень интересно. Если вы смотрели фильм «Девушка из Дании», Да. ну, это же хороший фильм, хорошая Очень, история. Очень. Ты бы взялся Ты же за такую роль. с удовольствием. Ты же не воспринимаешь этого человека хуже, чем он есть. Наоборот, ты восхищаешься его талантом, как он сумел это все передать. Ну, просто в нашем крымско-татарском менталитете, мне кажется, можно Ну, надо- столкнуться с таким непониманием со стороны Конечно. общества, особенно мужской части населения. Ну, конечно, столкнешься, обязательно столкнешься. Ты не боишься этого? Что значит боишься? Это же просто мнение. Страха осуждения у тебя нет. Ну, осудят, сегодня осудят, завтра что-то сделаю хорошее, скорее всего, не вспомнят в основном. Ну, наверное, так. У нас очень
недолго принципиальные люди. А как думаешь, смогли бы мы, наше крымско-татарское комьюнити, снять что-то уровня турецких сериалов по популярности, я имею в виду? Ведь они сумели взять вот эту культурную идентичность, обернуть ее в такую светскую оболочку и преподнести на мировом уровне и завоевать любовь вот буквально зрителей всего мира. Ты знаешь, вот если рассматривать исключительно с технической точки зрения, я думаю, что мы смогли бы сделать даже лучше, чем турецкие сериалы. Но у них, к сожалению, медийные проекты не существуют исключительно с технической точки зрения. Они всегда идут в совокупности с пиаром. Вот есть бюджет на фильм, и примерно такой же бюджет у каждого фильма закладывается на рекламу и на раскрутку. Если бы у нас была возможность также раскручивать, как в Турции они свои продукты продают, раскручивают и как бы, ну, пиарят, да, грубо говоря, я думаю, получилось бы. Мне кажется, у нас достаточно интересная и самобытная идентичность, проблемы и истории внутри нашего народа, которые вполне себе зашли бы на какой-нибудь даже, условно, Netflix, А24 или еще что-нибудь. Я искренне в это верю. Но раскрутка нет. Причем у них фильмы выходят в оригинале, да, на родном языке, а дубляж осуществляют уже страны, каждая страна. Да, конечно. И при этом зрители этих стран все равно проявляют интерес к турецкой культуре, через любовь к сериалам изучают язык, чтобы смотреть в оригинале. Повышается туристический поток. То есть интерес к стране, поехать в Турцию, посетить эти места, локации, где снимались любимые сериалы, они не стали подстраиваться. Ну почему не стали подстраиваться? Они берут очень рабочие формулы. Это они давят на эмоции, они берут красивых актеров, красивые локации. У них все достаточно так по формуле, я бы сказал. Я бы не сказал, что там наоборот как раз-таки есть какое-то, ну, что-то такое невероятное, вот на глубинном уровне, как, например, у тех же казахов. У них гораздо интереснее технические проекты, гораздо интереснее. Я, честно говоря, невысокого мнения о турецком продакшене. Честно говоря. Я тебе просто говорю тенденции мировые. Казахстан, по крайней мере, сейчас не настолько на мировой площадке потому что они пытаются быть самобытными и уникальными, а турки берут как раз-таки массовую формулу. Можно ли при низком бюджете создать качественное кино? И может ли хорошая актерская игра спасти малобюджетный фильм? Я уверен в этом. Более того, много примеров есть. Из последних можно вспомнить братьев Севди, такие режиссеры, которые просто, они за бургеры. К ним пришел Роберт Паттинсон. Это вот звезда там «Сумерек» когда-то был. У него после «Сумерек» карьера удивительно пошла вниз, потому что его видели исключительно теперь красавчиком-вампиром. У него была депрессия, он сильно переживал. И он пришел к этим братьям Севди, он где-то в интернете нарыл их сценарий и думает, в этом я хочу сняться. Он пришел к ним, они ему не платили денег даже. Я убежден, что на энтузиазме можно снять хорошее кино. Всегда важна история. История, которую ты хочешь рассказать. Самый классный режиссер, с которым тебе доводилось работать? Да, пожалуй, это будет Ренат Базирович Бекташев. Это действительно хороший режиссер, по моему мнению. С остальными, если рассматривать там кино или сериалы, они со мной не работали. Я для них эпизодник. Они подошли, посмотрели на меня, симпатичный мальчик, подходит, да. Чем отличается хорошая режиссерская работа от не очень хорошей? Я думаю, глубиной символов, тонкостью доносимых чувств, эмоций. Чем тоньше, чем глубже режиссерская работа, тем он, наверное, интереснее. А были ли моменты, когда ты был не согласен с режиссером? Постоянно. 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 И как решались эти вопросы? Ну, очень просто. Ты не режиссер, значит, ты делаешь то, что тебе сказал режиссер. Ты режиссер, все остальные делают то, что ты сказал.
Все очень просто. Если ты режиссер, ты берешь ответственность за конечный творческий продукт. Если ты актер, ну, попытайся донести до режиссера, но устраивать вот эти «я так не буду», как по мне, это непрофессионально. Ну, как режиссер ты себя тоже активно очень пробуешь, Ну, пытаюсь. скажем так, да. Твои постановки, которые ты создавал ко Дню памяти жертв крымско-татарского народа для студии Хараденис Продакшн. Откуда ты черпал эти идеи? Ниоткуда. Это реальные истории. Мы ездили снимать живые истории, так называемый проект у нас тоже есть на канале. Люди рассказывают историю их депортации. Очевидцы депортации. Очевидцы и участники всех этих событий. Как-то, я помню, услышал душераздирающую историю. Я ее просто записал себе в заметки, потому что она была достаточно впечатляющая. И потом, каждый раз, когда мы куда-то ездили мы на эти истории немало, один период, я просто записывал их себе. И первый перформанс, который я поставил, это просто истории очевидцев, которые я уже там, конечно, какой-то объединил их, они случались с разными людьми, я объединил это для литературности. Это некий такой собирательный, да, какой-то сюжет, собирательный образ. Да. Здесь, к сожалению, не нужно особенно вдохновляться. Ты просто берешь эти истории жизни и все. Проработал в театре ты около 3 лет, насколько мне известно, ушел уже оттуда довольно давно. Проходи мимо, скучаешь, возникает такая ностальгия и желание Конечно. вернуться. Да. Ну, это эмоции. Головой я понимаю, что, наверное, нет. Почему? Исключительно из финансовой составляющей. То есть на сегодня актер театра, к сожалению, это очень сложно. не та профессия, с помощью которой можно кормить семью. К сожалению, да. Ну, тем более я сейчас достаточно занят на продакшене. Вспоминая былые театральные времена, что ты чувствовал, когда уходили зрители из зала после спектакля? Я же мечтал стать актером вот прям с самого детства, с самого первого моего класса. И когда я играл на сцене Крымско-татарского театра, для меня это было ого, вау. Вот одни из самых невероятных эмоций на свете. Это не стереотип и это не миф. Выражение, что если ты однажды заболел театром, что это невозможно выздороветь. Это правда. Наверное, что-то на каком-то глубинном уровне это чистая химия, там эндорфин или еще что-то, но они выделяются в таком количестве, видимо, что это одни из самых лучших эмоций на свете. Хорошо. А бывали такие моменты, которые тебя демотивировали в этой профессии? Демотивировали бесконечные бытовые комедии. Я понимаю, что их смотрят лучше всего. Я понимаю, я много чего понимаю относительно зрительских предпочтений. Но у театра должна быть функция какого-то морального ориентира. У нас, к сожалению, этого было маловато. То есть в драматических постановках все-таки больше шансов показать какую-то глубину, нежели в комедии? Ну, конечно. Нет, в комедии тоже можно что-то вложить. Можно, но это комедии высшего порядка, понимаешь? Написать такую комедию, создать такую комедию, это Ну, ты как очень писатель сложно. себя тоже пробуешь, может, ты сможешь. Нет, и в сценарий комедиях я написать. себя не пробую. Нет. Вообще. Не пробую. Не потому, что мне неинтересно. Скорее всего, у меня не получится такую комедию написать. Ты закончил Крымский университет культуры, искусства и туризма. Что тебе дала учеба? Я застал старую школу хороших педагогов. Это все были актеры и режиссеры русского драматического. Ну, то есть это были большие актеры для меня. Я их видел тоже с детства. И для меня, я, открыв рот, сидел и слушал их. Режиссер или актер – это человек с большим эмоциональным багажом, со вкусом к творчеству, со вкусом к искусству. Должен быть, по крайней мере. И если он не прошел эти этапы творческие, да, вот,
насыщение всей этой хотя бы информации, я уже не говорю о том, чтобы сам он постоянно что-то читал и узнавал, то у него маленький эмоциональный багаж. Маленький эмоциональный багаж – это скупость его приемов, скупость его игры, заштампованная игра, не очень интересная. Понимаешь? Ну, сейчас не надо, блогеры снимаются. Ощущается ли вот даже в работе, что, к примеру, у актера нет специального образования? Ну, ощущается, конечно, но сейчас мир такой, сейчас люди без образования могут быть гораздо интереснее, чем актеры с образованием. Если ты хочешь идти дальше в профессии, дальше, чем просто актер, да, например, дальше, чем просто снимать рилсы, например, ты же хочешь создавать большие какие-то полотна. Да. Да, нас принято называть художниками тоже, актеров и режиссеров. Режиссеры кино тоже создают условные полотна, где они вкладывают какой-то смысл, какие-то детали подчеркивают, еще что-то. И если ты хочешь создать большое полотно, ты не сделаешь этого без образования. У тебя всегда будет рилс. В каком возрасте ты понял, что ты хочешь стать актером? В 1 классе. Я учился в 11-й гимназии. Мы там театральную постановочку делали о том, как у нас год прошел. И у нас был кастинг, первый, кстати, в моей жизни, на главного героя, его звали Коля Дурачок. Двоечник, который, пройдя сквозь стены нашей гимназии, преобразился. Я тогда выиграл этот кастинг, прошел его и сыграл этого Колю Дурачка. Ты видишь, да, что... Да, я вижу. Я старался. Очень. Пожалуй, было. И тогда, стоя на сцене, вот это вот классно, все что-то тебе рукоплещут, все потом хвалят, говорят, ой, какой талантливый мальчик, актер. Я влюбился в эти эмоции, как ребенок. Я почувствовал, ой, как классно, какой кайф. И с тех пор у меня была мечта попасть на сцену. Потом, такой еще один показательный момент, я по городу идя, увидел афишу «Сабырсыз Кайнана». Там была Фатма Асанова на афише, по-моему, Луиза Ханом, Луиза Усин. И я тогда на них смотрел и думал, я тоже хочу быть на афише. То есть, понимаешь, сначала в профессию привели исключительно эмоциональные моменты какие-то, желания там, тщеславные какие-то вещи. А потом уже, когда я попал в университет и мне повезло с преподавателями, я понял призвание этой профессии. Можно ли сказать, что люди идут в актеры, чтобы их любили? Конечно, конечно. Может быть, скорее всего, я так замечал, это часто люди, скорее всего, в детстве недолюбленные, видимо. Они жаждут этого признания, похвальбы, оценок положительных себя. Ну, конечно. Это люди тщеславные, 100%. Как ты думаешь, может ли с точки зрения психологии роль играть на жизнь человека? Вот ты сыграл какого-то персонажа и понял, что вот с помощью вот таких-то инструментов он добился того-то, и начинаешь повторять этот алгоритм действий. Да, может. Еще как может. Ну, приведу неплохой пример, а отрицательный. Джокер. Да. Его играл Хит Леджер, который, к сожалению, после того, как сыграл, сошел немного с ума, не смог выйти подсел из этой на роли. препараты, чтобы излечиться от этого, и потом и вовсе скончался от передозировки этими препаратами. Повлияла на него роль, образ? Ну, конечно. Ну, вот, а у тебя было что-то похожее? Или, к примеру, вот уже проект отснят, да, или отыгран, и в тебе все еще говорит вот этот герой в обычной твоей бытовой жизни. Ты ловишь себя на мысли, что все еще герой с тобой, он внутри тебя. Ты знаешь, я помню, мы ставили спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» про психбольницу. И я там играл Билли Заику. И я все время, пока был на сцене, должен был выглядеть по-другому. То есть это вот человек зажатый, он постоянно вот такой вот, он постоянно моргает. То есть, совершенно другой человек. Он говорит по-другому немножко, понимаешь? Да. И после того, как я приходил с этих репетиций домой, у меня было ощущение, что на меня просто тонну железа обрушили. Это было очень неприятно. А бывает так, что осознанно, неосознанно актер может притянуть к себе события, вот, которые ты отыграл в
театре или в кино. Не И в жизнь знаю. к тебе. Наверное, это мистика какая-то. Не думаю. Ну, небольшой спойлер. Совсем скоро, следите за анонсами, у нас выйдет художественный Вот фильм, это ты снятый в притянула. студии Вот это ты Хараденис притянула. Продакшн. Это обряды рождения крымских татар. Я думаю, немножечко уже можно. Но моя жена уже была беременна. Ах, вот. Я уже как бы не притянул, Ну это уже да, был тут у постфактум. нас Алим сыграл там главную роль. Собственно, впервые стал отцом ты в фильме. Да, а потом через пару месяцев стал отцом в реальной жизни, да. Ну, к отцовству Мистика. мы с тобой еще чуть-чуть позже вернемся. Мистика? Не думаю. Не думаю. Совпадение больше. Совпадение? Да. В жизни каждого актера есть роли, за которые стыдно. У тебя есть такие? Да. Не буду говорить. Ну да. Почему? О, Это уже да. было давно и неправда, мы никому не скажем. Это было недавно. Хватит на ухо рассказывай, я Это никому было- не Это скажу. было недавно. Недавно было? Да. Мгм. Ну, не расскажешь. Нет. Профессиональная этика. Да. А если говорить вообще в целом о ролях, которые были в мировом кинематографе, Мгм. вот ты смотришь какой-то фильм и думаешь, вот я бы сыграла эту роль. Хотел бы ты повторить? У меня нет такого, что я бы сыграл эту роль. Ну, хотел бы Но погрузиться в эту атмосферу. Очень хотел бы, очень сильно хотел бы сыграть один момент того же Джокера, конечно. Нифига Опасно. себе. Ну, опасно, да. Я очень хотел бы сыграть у Тарантино. Ну, блин, тем более ты такой эмпатичный довольно человек, тебе нельзя. Да, да, очень У впечатлительный. Тарантино? Мне нравится его эстетика. Это чистое кино, как по мне. Очень хотел бы сыграть у Дэни Вильнева. Есть такой режиссер. Честно говоря, не знаю, кто это. И Дэни что за- Вильнёв? что за роли там? Какие типажи? У него как раз-таки история в основном о простых людях в непростых обстоятельствах. «Сикарио», «Пленницы», «Дюна», «Прибытие», «Бегущий по лезвию». Мне Вот очень «Бегущий по нравится эстетика его фильмов. Безумно. И еще «Братья Коэн». «Братья Коэн», наверное, одни из моих самых любимых режиссеров. А еще затронула. Я бы очень хотел сыграть у Уэса Андерсона. У него самый популярный фильм «Отель Гранд Будапешт». Может быть, ты видела, может быть, и нет. Там, кстати, один из моих любимых актеров Рэй Файнс. Вот с ним я бы хотел в паре сыграть, например. Там даже есть роль, образ, которая мне очень подходит. Мустафа. Мустафа Зеро- тебе подходит. Зеро Мустафа, да. Вообще, это Мустафа, это вот сразу. Я бы хоть не кайфанул. смотрела, но я бы знаю, подходит. кайфанул играть в этих фильмах у этих режиссеров с удовольствием. Ну, мне кажется, что успех фильма еще во многом зависит от того, случилась ли химия с этим режиссером. Вот, как, к примеру, знаешь, мне нравится Скорсезе. Он всегда снимает в своих фильмах Ди Каприо. И каждый раз это вот Ну, конечно, цель. да, по-любому. 100%. Да, я думаю, что режиссеру повезло, если он нашел своего актера. Как и актеру, собственно, повезло, если он нашел своего режиссера, потому что правильный вот этот вот тандем может создавать шедевры сам по себе. То есть там даже история может быть не прям вау, но тандем актерско-режиссерский – сильная вещь. Вообще, расскажи, как вы познакомились? В университете мы познакомились, я был на 4 курсе, она была на 1, она влюбилась в меня и бегала за мной. Я уверена, она бы рассказала историю наоборот. Шучу. Ну, мы прям, знаешь, как в дурацких мыльных операх, можно сказать. В какой-то момент поняли, что влюбились по уши. Сидели мы в один прекрасный весенний день на скамеечке, общались. И в процессе этого разговора понимали, что нравимся друг другу сильно. А как ты сделал ей предложение? Мы поехали в Бахчисарайский район, в место моей силы очередное. А, да? Ну, я же... У тебя корни с Бахчисарая, да? Да. Мгм. И не помню, как называлось это место. Это в лесу, в горах, домик деревянный. И там я
трясущимися руками достал кольцо и говорю: выйдешь за меня. Весь день нервничал. Она говорит: что ты такой нервный? Я говорю: я не знаю, у меня гастрит, по-моему, разыгрался. А как она сообщила тебе о своей беременности? О, Ты помнишь это свои так, эмоции? я помню, прекрасно помню этот момент. В общем, она мне сделала подарок. Я прихожу домой. Она говорит: я тебе вот подарок пришел с ВБшки наконец-то. И там чехол. Мне давно, я ей говорил, что, блин, это чехол нужен для одежды. Я же постоянно с собой таскаю какие-то шмотки. И она мне дает этот чехол. И говорит: его можно вот так сложить, можно вот так сложить. А я такой дурак был в этот момент. Я реально беру, рассматриваю этот чехол, складываю, говорю: о, сюда и ноутбук поместится. Она такая: уже смотрю, что-то не то. Думаю, блин, надо, наверное, открыть. Открываю, и там погремушка лежит. Я такой: О, это так мило. и я реально не понимаю. Я реально не понимал. Вот секунду, или я уже понимал, не знаю. Но я такой: а. И мы обнялись. И я помню, я сказал: Фериде, мы станем родителями. И она сказала: да. И на меня начинает накатывать осознание, слезы немного, потому что это один из реально самых трепетных моментов в жизни был. Когда ты понимаешь, что это абсолютно новый этап, абсолютно новое осознание себя в этой жизни. К тому же еще этот момент был особенный, потому что в какой-то период мы немножко отпустили эту ситуацию. Ну, год уже я так думал: блин, а что происходит со мной? Мы там сходили, проверились, все нормально, значит, надо как-то просто пробовать, просто пытаться дальше. Ну, то есть не сразу это родительство наступило? Не сразу. Не было какого-то большого периода, но мы уже начинали понемножечку переживать. Почему? И в тот момент, когда мы на самом деле всю эту ситуацию отпустили, как-то оно так неожиданно, бам, и получилось. И поэтому тоже это был достаточно трепетный момент. Пол ребенка, как ты узнал? Это, наверное, было такое вот как гендер-пати? Да, это было гендер-пати. Я почему-то был уверен, что это мальчик. Ну, как всегда. Я увидел на Почему-то снимке. вот все мужчины думают, что первый ребенок. Я не знаю, почему. Ты ждал мальчика? Я не то что ждал мальчика, я был уверен, что это мальчик. Я не знаю почему. Я увидел снимок, и там лежит вот такое вот что-то маленькое кайфующее существо. Я думаю: не, ну это только пацан такой, вот так лежать и кайфовать может. Без косичек это точно мальчик, да? Да. И у нас была, значит, подруга Фериде. Она сходила, значит, забрала результаты этого обследования, значит, скрининга. Да. И подготовила шарики. Мы позвали родственников, позвали друзей. И болезненный момент для меня. Подруги Фериде записывали типа небольшой, как интервьюшки. Они спрашивали у всех родственников, типа: кто вы и как вы думаете пол ребенка? Ну, это сейчас такая модная тема в просторах интернета. Да. И большинство моих родственников сказали, что это мальчик. Я сам сказал: я уверен, что это мальчик. Там, понятное дело, Фериде и ее коалиция была за девочку. И мы встали возле нашего телевизора, там в зале наверху у родителей, и лопнули этот шарик, посыпались розовые блестки. И я стоял, и мне радостно, потому что на самом деле мне все равно было, кто. Но вот это вот чувство уверенности, дурацкое абсолютно, оно меня, честно признаюсь, в этот момент я немножечко такой: блин, вроде же пацан. Я уверен был, что это пацан. Но сейчас я счастлив. История. Абсолютно, ну, это не важно на самом деле, вообще. Ну да, конечно. Вообще. После того, как этот ребенок уже родился, после того, как ты его уже в руках подержал, вот все эти первые зубки там или еще что-то, это на самом деле просто счастье. Неважно, кто там и как. Как ты думаешь, какой ты отец? Пока нормально. Ну, Фериде меня упрекнула в том, что какие-то вещи я должен сам знать. Вот я, например, кормил ребенка пюрешкой, и это что-то батат, по-моему, был, и морковь, по-моему, не знаю. И она сидит такая, смотрит на меня, я кормлю ребенка, такую улыбаюсь, она говорит: да все, хватит. Я говорю: почему? Потому что это новый для нее продукт.
нельзя давать много нового продукта сразу. Я такой, а нельзя было сразу сказать? Она говорит, а нельзя было сразу знать? Я такой, ну да. Ну да. Понимаешь? Все правильно, Был бы я- надо знать сразу. Был бы я отец получше, я бы знал. Хорошо, ну ночью встаешь к ребенку, вот, укачать, покормить. Ай, ну, как-то так получается, что особо не встаю. Пару раз вставал, сегодня даже ночью встал, но пользы от этого было мало. Я ее взял, хожу, пытаюсь убаюкать, она кричит, засыпает только у нее. Вот. Но зато у меня есть такой папский час утром. Я ее забираю, чтобы Фериде немножко поспала, и мы с ней что-то ходим там. Ой, мне кажется, Я там на это кухне- самое классное. Я ее учу, да, как на кухне хозяйкой быть. Ну, просто там... Воспитание началось рано, да, и Ну, приобщение я же к посмотрел труду. на ее, типа, как вести себя с ребенком. И там с ней надо уже разговаривать, чему-то там что-то это. Я ей показываю. Это нож, это разделочная доска, это раковина. Вот здесь моют посуду, там это. Я ей хожу, уже всю кухню рассказал, всю ванну рассказал. Сегодня, например, вот у нас папский час, мы гуляли в Акмечете у нас, просто, ну, на коляске она. Вот. Это тоже такой особенный момент, я уже прям обожаю, уже прям даже немножко жду этого момента. Я ее забираю, и мы ходим вдвоем. И мне очень хочется быть хорошим отцом. Не так давно ты создал свой канал в просторах интернета. Мгм. В большей степени цель этого канала именно реализация твоих писательских способностей, скажем так. Да. В большей степени. Да. Пишешь ты преимущественно в жанре фэнтези, что-то около фэнтези. Фэнтези-хоррор, наверное, Да. можно так. При этом ты так умело внедряешь туда такие наши национальные какие-то культурные коды. Мне кажется, фэнтези — это самый непонятный жанр для крымских татар. Да. Может Непонятный. быть. Это очень рискованный. Откуда такая смелость писать для крымских татар именно в этом жанре? Я читал книгу Стивена Кинга «Как писать книги». Я его люблю, этого автора, я ему доверяю, и он там дал простой совет. Пишите то, что нравится. Пишите то, что вы прочитали бы сами. Пусть сегодня среди крымских татар, читающих фэнтези, вообще, в принципе, читающих людей не очень много. Пусть их сегодня 20. Завтра их будет 50, 100. Вот если я для них напишу то, что им понравится, и уж если тем более я напишу для кого-то, кто не читает фэнтези или хорроры, но, прочитав меня, подумал, да нет, можно читать, это нормальная история, вообще супер. Нет у меня сейчас такой, как бы сказать, понимаешь, это не бизнес-стратегия. Сейчас я хочу просто свое творчество публиковать, знакомить людей с ним. Но твоя аудитория при этом крымские татары. Ну Потому да. что довольно необычно, ты знаешь, в принципе, крымским татарам, наверное, и нормально читать фэнтези и при этом натыкаться на какие-то зарубежные имена, локации. Но когда ты читаешь фэнтези и там знакомые какие-то крымско-татарские уголочки, Странновато, да? при этом имена Айше, Зенеп, Эмир, это чуть-чуть, конечно, диссонирует. Коробит, да. Не то, что коробит, просто диссонирует. Ну, я с тобой согласен. Когда я раньше, допустим, пару лет назад писал, ну, лет 5 назад это было, какие-то свои вещи, я писал про Фрэнков, Джонов и Сьюзи. Почему-то, я не знаю почему. Или там Робертов или еще что-то. Потому что оно реально диссонирует, особенно когда фэнтези читаешь. А потом я подумал, да, блин, пусть будут крымские татары в фэнтези тоже. Что, если жанр, он что, обязательно должен быть привязан к каким-то определенным этническим или национальным или каким-то вещам? Нет. Это творчество. Пусть оно будет таким, каким я его вижу. Я себя в каком-то смысле перебарывал, когда писал Айше, взяла меч, там, ну, условно, да? Да, честно, где-то перебарывал. А сейчас с удовольствием пишу.
про своих персонажей, про какие-то знакомые локации, я понимаю, что у нас достаточно самобытная культура и имена, чтобы быть интересными. В основу ты берешь и какие-то мифы, легенды. Мгм. Бастерх, мой любимый рассказ, очень классный. Сал. Откуда ты взял эту идею написания? Идея этого сама рассказа? по себе у меня жила с самого детства. Когда-то мне друг рассказал, что вот есть такое существо Бастерых, оно садится на грудь, душит. Среди крымских татар ходит такое поверье, легенда. Я подумал, класс. А вот как у меня вот была как кружка, но без ручки. Да, я вот уже где-то объяснял так. И вот у меня была вот эта кружка, идея Бастерых. Я такой, хочу что-то, чтобы был какой-то смысл, а не просто пугалку про существо на груди, сидящее и там удушающее. И потом у меня, я увидел сюжет по телевизору, по-моему, ну или в интернете, не помню уже, про человека, который сбил... Ну, ладно, не буду спойлерить, может, кто-то прочитает. Обязательно прочитайте. Это Пожалуйста. очень интересно. Причем аудиоверсия превосходит. Но я бы советовала все-таки именно с текста начинать. И мне бы было интересно это именно и в экранизации увидеть, конечно. Это классно. Очень многослойно, достойно. Ну, Еще один из моих любимых — это адаптация. Ты писал ее от лица женщины. мгм. Прикольный опыт. Да, прикольный опыт. И в нем поднята такая тема актуальная среди крымских татар. Это девушка, в каких условиях Токсичный она патриархат. да, находится, когда выходит замуж, приходит в новую семью. Это такая важная социальная тематика среди Да. нашей культуры, нашего народа. Да. Откуда такая идея? Да. И еще и желание писать от лица женщины. Ну, в принципе, желание писать от лица там самых разных персонажей, это просто интересно, само по себе, как упражнение интересно. Ну, то есть это тяжело, значит, прикольно, хочу попробовать. История сама по себе родилась с того, что мы с Феридешкой, с моей женой, вышли развешивать белье летом как-то. Классно же на улице белье вешать. И она, значит, осталась на улице, начала что-то там развешивать. Я пошел за второй порцией белья, возвращаюсь, а она стоит и смотрит на Луну вот так вот. И прям застыла, долго стояла. И у меня тут же в голове родился образ, а что, если это не невестка так стоит, если не Келин так стоит, Да. а это Келин зашла сейчас в новые для себя обстоятельства и видит какую-то что-то полужуткую картину, Ох, закрутил. где ее хайнанала так стоит. Что она там стоит так? Почему? мурашки по И коже. на основе вот этого увиденного у меня эта история где-то в голове зрела, и я, опять же, я не хочу, если вы думаете, что хоррор просто пугалка, я вас уверяю, нет, это всего лишь метафора, где я рассказываю о женщине, которая попадает в экстремальные для себя условия, потому что мне кажется, что многие девушки испытывают большой дискомфорт, когда они только входят в новую семью. Мне так кажется. Я это обсуждал, когда писал. Какие-то вещи я почерпнул у как раз-таки девушек, которые рассказывали об этом своем опыте. И я понял, что это хорошая тема. А потом, когда я опубликовал рассказ, я понял, что это вообще офигенная тема, потому что он так зашел, было так много реакций, и до сих пор это самый обсуждаемый, самый комментируемый рассказ, который есть у меня на канале. Ну да, это такой очень, очень женский хоррор. Потому что женщины — это основа нашей аудитории. Ну, мне кажется, вообще женщина — двигатель всего, особенно искусства, культуры девочки, да, на секунду. Ну, правда. Ведь все нужно, грубо говоря, женщинам. Ходить в театр, кино. Редко мужчина пойдет в театр сам по собственной инициативе. Чаще всего это вот жена: давай сходим в театр. Ну, с этим сложно спорить, пока это исключительно творчество. Это другие принципы, другие приемы, другая механика, другие формулы всего. Я просто творю, условно. Если это была бы бизнес-история, я бы тоже, наверное, там, под влиянием редактора или еще чего-то, пришлось бы как-то что-то переделывать. Это неизбежно. Если ты только не Стивен Кинг, ты как бы не избежишь этого. Поэтому пока это для меня отдушина, и я не знаю, я бы мечтал, чтобы это был основной мой заработок, но и одновременно нет.
потому что это сильно подрубило бы именно само творчество. Когда тебе было слишком сложно, как ты находил силы двигаться дальше? У меня был достаточно, помню, тяжелый период после ковида, когда и в жизни профессиональной все вообще как-то не складывалось. И родственники умирали один за другим. Я не знаю. Ну, однажды любого, каждого из нас жизнь начинает задавать вопросы какие-то, на которые у тебя нет ответов. И ни у кого больше нет ответов. И как-то ты их вот в процессе либо находишь, либо нет. Пока мне кажется, что как-то справился, но благодаря чему, не знаю. Ну, мне кажется, мне хочется думать, что я позитивный человек и типа верю в хорошее что-то, знаю. Тебе сложно, Сложно. в принципе, в жизни просить помощь? Это делает тебя уязвимым? Сложно. Не очень люблю этого. Иногда я не чувствую в себе достаточно, как бы, не то что сил, а уверенности, что ли, чтобы взяться за что-то, чтобы вот даже начать это что-то делать. Поэтому ты как-то вот обращаешься к кому-то, просто даже за помощью. Ты разрешаешь себе быть несовершенным? Я не то что разрешаю, я знаю, что я вообще далеко не совершенный. Ну, типа, если ты осознаешь это, то это ты понимаешь, куда тебе совершенствоваться дальше. Если ты думаешь, что ты совершенный, мне кажется, у тебя проблемы. Как ты считаешь, сделанное лучше идеального? Да, конечно. Я раньше думал, что нет, честно скажу. До лет 25 я такой был идеалист. Я ничего не делал при этом, что самое как бы показательное. А когда ты начинаешь именно непосредственно что-то делать, ты понимаешь, что идеал, он на самом деле вон там, где-то маячит, и ты доберешься до него или нет, это еще большой вопрос. Но лучше делать, потому что пока ты делаешь, ты идешь туда. А пока ты думаешь об идеальном, ты стоишь. Там, боишься ли ты быть отвергнутым? Ну, конечно. А кто не боится быть отвергнутым? Не, ну кто-то не боится, но это сверхлюди. Я не знаю таких. Не знаю. Ну, блин. Это, мне кажется, из детства, как и все наши вещи. Там какие-то, наверное, недолюбленность какая-то. Не, я не знаю. Не хочется про родителей так говорить. Как ты понимаешь, когда тебя любят, а когда нет? О, я не знаю, мне кажется, я как ящерица чувствую вообще какие-то вещи. Я не знаю почему. Мне кажется, что у меня есть какая-то такая внутренняя чуйка, и я прям в моменте понимаю, что человек, ну там не то, что там любит, не любит, а я напрягаю человека или нет. Я считаю, что у каждого человека есть какая-либо миссия на Земле. Как ты думаешь, твоя в чем? Блин, до рождения ребенка я думал, что у меня миссия максимально положительное влияние оказать на нашу культуру. Сейчас я думаю, что моя миссия немножко разделилась. Та осталась часть, а теперь появилась часть, где мне хотелось бы, чтобы моя дочь Айлин стала счастливым, хорошим человеком. Чего ты боишься? Одиночество. Чему бы ты мог сейчас обрадоваться? Меня всегда радует, неизменно, нахождение за столом, где есть вкусная еда и хорошие люди вокруг. Будь то семья, друзья там, или еще что-то. Мне нравится вот это чувство, когда вот вы все вместе что-то обсуждаете. Если бы ты мог дать людям всего мира один совет, что бы это было? Будьте добрее. Что бы ты сказал маленькому Алиму? Вставай, упал, вставай, чё купай, двигайся, только вперед. Come on, everybody. Как думаешь, настроение в семье в большей степени кто создает? Мужчина или женщина? У нас принято какие-то вещи воспринимать исключительно традиционным
традиционно, да, в традиционном представлении, там, мужчина-добытчик, женщина там это, но если вы хотите, на мой взгляд, куда-то идти вместе, до чего-то там дойти, чего-то достичь, быть полноценной, счастливой семьей, со здоровой атмосферой, всегда это два человека. Это всегда про двоих людей, про их ответственность. Если мужчина избегает всячески и говорит, ты должна, потому что ты женщина, мне кажется, это что-то нездоровая история. В вашей Во всем. семье кто чаще всего идет на уступок? Я. Прощение первый просишь? Да. Да. Для меня это, я бы не сказал, что это какая-то проблема. Чаще всего я, когда выхожу из себя, могу сказать достаточно неприятные вещи, сделать достаточно неприятные вещи. И как мы уже обсуждали, для меня не стрём попросить прощения первым. Для меня важна хорошая атмосфера в доме, нормальные взаимоотношения. Я не люблю ходить такие вот насупленные оба, не разговаривают, там что-то. Я ненавижу, вот когда такая атмосфера в доме. Поэтому Стараешься ее побыстрее разрядить? стараюсь, да. Как можно быстрее развеять ее, убрать ее. Это ненормально. Так существовать не должны семьи. Я так считаю. Мгм. Я считаю, что мужчине вообще не зазорно признать свою неправоту. Что толку от того, что ты здесь сейчас жесткий и неуступчивый, но при этом атмосфера у тебя в доме негативная и отрицательная? Какой от этого толк кому-то, кроме твоего эго в данный момент? Если твои дети будут смотреть, как ты ударил по столу и сказал, так, что от этого толку, кроме того, что ты потешил свое эго? Для меня история с семьей, с браком, это как бы история всегда про двоих людей, которые либо осознанно понимают, чего они друг от друга хотят и куда они идут, либо нет. Секрет гармоничных взаимоотношений. Секрет гармоничных семейных взаимоотношений в коммуникации, в том, чтобы брать на себя ответственность, правильно формулировать какие-то вещи, доносить друг до друга, где вы как раз не сходитесь. Потому что там, где вы сходитесь, там вы всегда договоритесь. А там, где у вас камень преткновения, вот именно там идти за максимально доступной и максимально лояльной формулировкой своего мнения относительно этого вопроса. Потому что можно по-разному донести. Можно матом сказать на эмоциях, можно накричать. Да что угодно, как угодно можно донести так, чтобы человек возненавидел твою точку зрения, возненавидел сам разговор об этом, и больше вы к этому никогда не возвращались. А, как правило, то, к чему люди никогда не возвращаются, оно начинает там потихонечку где-то гнить, и оно рано или поздно всплывет. Только в этот раз оно будет гораздо больнее и жестче для ваших взаимоотношений. Поэтому, как по мне, очень важно донести друг до друга какие-то вещи и сделать это максимально быстро и максимально доступно для обоих людей. Сахал, тебе за классную, такую честную, искреннюю беседу. Тебе, Сахал, за приглашение.